Стерлитамак. Сюда с очередной рабочей поездкой отправился временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров. Стерлитамак основан в 1766 году как Стерлитамакская солеводная пристань. Городом он стал в 1781 году. Сейчас второй по численности населения город Башкортостана, центр машиностроения и химической промышленности. Едем по Уфимскому тракту на улицу Гастелло, до производственной площадки бывшего предприятия «Строймаш». Там сейчас расположены башкирская стекольная компания и производственное объединение «Башпласт». Вот в таком виде мы получаем стекло, оно бестарное, 3х6, самый большой формат, который в России производится. Большой формат мы используем для того, чтобы отходы снизить. Отходность у нас это прям совсем основополагающее, на чем вся экономика построена. Это единственный станок, который мы купили в Ужгороде. Все остальные там только новые. Куда поставляете? По всей России, да? По всей России. А за рубеж не поставляете? Поставляем 10% экспорта. А куда? Это в основном Скандинавия. Это Швеция, Норвегия. Швеция, Норвегия, Финляндия. Швеция, Норвегия. Вот этот участок криволинейных станков, здесь 8 чипов, он самый крупный в России. Туда поставлен чертеж, ставится заготовка, а дальше станок делает все сам. Он режет, да, что? Он обрабатывает, если есть необходимость, сверлит, если есть необходимость, он вырезает внутри стекла фигурной резкой, это вырез фрезой, так называемый. Вот сейчас здесь делается самый маленький изделие, который у нас, это крышки для кастрюль. На Лысьве поставили печь термальную и будут делать сейчас у нас все крышки стеклянные на кастрюлях. Вот на Лысинском заводе поставили эту печь. Все, что связано с заготовкой, подготовительной работой и поставкой стекла, они оставили нам. То есть у нас с ними сотрудничество идет по газовым плитам, и вот то, что они сейчас на втором своем заводе, тоже приехали сюда, разместили, говорят, мы другого стекла не хотим. Вот получается вот это для газовых предпосадок. Которая обдува, а здесь стоит вентилятор. Каждый вентилятор по полмегаватта. Это остужать, резкое остужение. Нужно 15 секунд, за 15 секунд понизить температуру с 700 градусов до 150. Поэтому мощность вентилятора такая существенная. У нас энергоемкое производство. У нас мы построили свою подстанцию здесь на 3,5 мегаватта. Здесь разместили, так скажем, второе производство Башпласта, которое переработкой занимается не ПВХ, а полиэфинов. То есть это полиэтилены, полипропилены. Мы делаем компаунды. На 70% это импортозамещение. То есть мы сейчас здесь делаем сшитый полиэтилен, 40% сшитого полиэтилена России, это делается здесь. Сшитый полиэтилен это кабель СИП. Здесь вот, который черный кабель, видите, на столбах. На 40% что он сделан здесь, полиэтилен. Здесь термоэластопласты мы делаем, здесь галогеновые компаунды, нефтепогружной кабель. То есть мы делаем и здесь тоже на B2B-шный рынок, мы поставляем на заводы для дальнейшей переработки компаунды. То есть мы берем обычные линейные. Это линейный полиэтилен. То есть здесь получается у нас зона дозирования, здесь дозируется первичное сырье, плюс добавляет необходимые катализаторы, проходит период экструдирования, потом у нас упаковывание, вхождение аккумулирования и упаковка. То есть линия полностью автоматически, ручная операция только одна. Загрузка сырья, ну и наклейка этикетки. Как отправляете что? У нас вот здесь из 6,5 миллиардов выручки миллиард с чем-то идет на экспорт. То есть, вот. Это СНГ. СНГ. Мы не конкурентоспособны дальше по одной простой причине, что у нас, как ни странно это звучит, полиэтилен и ПВХ дороже
чем во всем мире остальном, причем существенно дороже. Правильно. Поэтому мы А СНГ куда сказать? Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Молдавия, Украина, Белоруссия. Ну, наверное, из 15 республик, ну, вот 3 прибалтийских мы не грузим полимеры. Вот если стекло все в Прибалтику идет и на Скандинавию, то вот это не идет на Прибалтику. Да и Ну, все, вы тогда, наверное. давайте мы договоримся. В этот четверг подготовьте вашу инвестиционную программу, ладно? Хорошо? Вы тоже приезжаете, Владимир Ильич, вместе, ну, на инвестиционную. На месте примем все решения. Хорошо. У вас сколько человек? 400 получается здесь работает, да? 470. Ну, вот на двух площадках 470. У нас, если взять объем выручки на одного человека, ну, мы примерно, наверное, раз в 5 обходим все наши крупные заводы. Спасибо большое. Рады видеть вас. Да? Да, спасибо. Ради Фаритович, Да. вы пригласили руководителя этой компании на инвест сейчас, они могут рассчитывать на господдержку? Да, вот мы проработаем. Здесь разные, им нужны разные формы поддержки. Во-первых, господдержка в рамках нашего фонда поддержки промышленности, ну и плюс необходимо помочь городу для того, чтобы здесь создать удобную транспортную инфраструктуру, потому что это тоже некая такая косвенная им поддержка будет. Поэтому вот мы в четверг это все обсудим. А вот инвест-часы, они эффективны? Ну, жизнь показывает, вот, ну, не мне судить об этом, но по неким, по обратной связи, которую мы получаем, у нас уже такая очередь выстраивается на наши инвест-часы. А То что есть дает предприятиям участие в быстрое инвест-часах? решение, быстрое решение. Спасибо. Улица Мира, 62. Там, во дворе многоквартирного дома в 2019 году в рамках республиканской программы «Башкирский дворик» запланировано комплексное благоустройство дворовой территории. Ради Хабиров решил проверить, знают ли жители о предстоящих работах и согласовали ли с ними проект двора. Как хорошо, что вы все приехали. Сейчас мы вам все наши проблемы. Давай, давай. Вы вот Где здесь наша живете, да? старшая? Где у нас старшая? Давай старшая. по дому. Давай. Наталья Викторовна, здравствуйте. Здрасте. Мы Рассказывайте. очень рады, что такая программа Своими начинается. словами, своими Мы рады, Такая что программа. вы действительно Мы очень долго здесь, что вы ждали. нас услышали. Очень рады, конечно, потому что, ну, своих денег, конечно, никогда не хватает. Хочется, чтобы у нас все было красиво. Вот вы вот программу ремонта подъездов пошли, Да, да? да. А вот территорию вошли? Пока неизвестно. Территорию Но нам заявку давали. Территория у нас входит комплексно, здесь Да. и благоустройство. Ну, а что здесь будет? Здесь и детскую площадку мы Это планируем. с жителями обсуждали, нет? Обсуждали. Здесь где, Андрей Все, Петрович? у нас все проекта, все схема, все уже Составлено, документы да? сдали, все есть А что протоколы здесь вот собраны. будет? Что здесь будет? Здесь везде в основном Здесь же теплотрасса детская проходит. площадка. Детская площадка маленькая, комплекс такой, как тренажерный, и парковка, ямочный ремонт. А парковки? Избавиться хотим от гаражей. Но насчет гаражей, да. У нас вот гаражи, здесь общественный туалет. Это не наши гаражи. не По нашего поводу дома. гаражей доложу. Сейчас муниципальный контроль работает. Мы изыскиваем, кто собственники, и будем их все убирать. А вот эти гаражи? Да, вот. Это самострой, да? Они здесь не живут. А гаражи это... не живет здесь. Андрей Федорович, это в Не, свое вот, время... вот эти точно надо ликвидировать. Это, во-первых, и с точки зрения там непонятно, что происходит. Ага. У нас мусорка вот эта. Это городская свалка. Вот она, вот синяя. Она А, прям вот, ага. там, это там ужасно, ужасно. Там вот горы бывают. И весь город к нам сюда везет этот мусор. А у вас план-то есть вот благоустройство здесь? Вообще есть. Но... А вот мусорка вы оставляете, что ли? А мусорка не наша. А чья? Городская территория. Ну, неважно, но вот мусорка, вот вы же сюда территорию это будете делать. Потому что у вас там дети будут играть в мусорки. Вот мне Там, кажется, да. лучше территорию все обыграть. И вот я так понимаю. Я вот абсолютно уверен, что вот здесь не продуманная история. Вы, Владимир Ильич, вот как-нибудь сами бросьте, приедьте туда, поставьте, значит, схему даже и пальцем все вот нарисуйте. Вот я вижу детская площадка, но, видимо, вот ее Да, устанавливали. ее только вот Ее поставили. только без покрытия. Да, покрытие там ну, это вот никакого. бесполезное занятие. Ну, они, наверное, за свои деньги это сделали, да? Да, Нет, да. в программе Нет, «Башкирский нет, дворик». нет, Нет, по программе, да, по программе.
неправильно это вы все делаете, вот я вам честно скажу. И надо в целом сделать. Если денег у вас не хватит, вы мне скажите, добавим, вы решите вопрос, а мы им компенсируем. Сделайте весь двор. Пока надо будет, наверное, демонтировать по новой, сделать или не демонтировать, сделать мягкую площадку, наверное, там под ним, наверное, там бетон. Нет, есть, по-моему. Мягкий? Там песок, там только песок. Там песок, я же знаю. Мы договорились, все детские площадки у нас должны Будут быть мягкие. Да, это самое важное. Даже если вы говорите песок, он же у нас на солнце высыхает, он как бетон становится, и дети все обкорябанные. Дети ходят. все мокрые. Вот это все Мокрые, в комплексе, грязные. давайте Да, двор да. сделаем. Доложите мне по этой истории. Давайте я кому-то приеду и специально этот двор посмотрю. А Ну, вы можете спасибо. чаем, может, меня угостить? С удовольствием. Амин даже щак-щак пширен. Да. Ну тогда точно приеду. Радий Фрич, упущение немножко со двором. Да, это плохо организованная работа. Сейчас вот в этот подъезд давайте зайдем. Очень плохо. Крайний подъезд. Владимир Иванович, и вот здесь и асфальтирование предусмотрено. Это Сделаем надо всё. Вот. А здесь о чем договорились? Покраска стен, побелка потолков, лестничных маршей, ремонт перил, ремонт ступеней, где есть нарушения, укладка в кабель-каналы проводов. Здесь покраска, все. Ну, заливку пола здесь я не знаю. По программе нет. Замена тамбурных дверей обязательно. Но Вот в двери программе- очень плохие, конечно, да. Здесь и окна тоже. Да, ну, Окна поставили недавно. деревянные. Освещение где будет? Освещение такое же будет. Вот это все вы убираете? Это все, да, это убираем в кабель-каналы, чтобы это все не висело, потому что детей очень много и пожароопасно. Цвет выбрали, зеленый цвет выбрали, А зеленый? светло-зеленый. Но мы еще договаривались, вот нижняя часть, чтобы плитка была. Здесь, наверное, если скрыть, первый этаж, плитку сделать. Ну, это вот один зеленый. Это чтобы было прям идеально. Да, и поменять почтовые ящики. Обязательно. Они у вас поменены или старые? Они у нас старые, там уже все замки выломаны, погнутые ящики и дверцы погнутые. Ну, а когда вы их меняли? Ой, это было, я даже не знаю. Ну, я видел хуже в своей жизни. Нет, не так уж Это там мы меняли где-то лет 5 назад, Да, это меняли за свой счет, Но потому вы что там решили уже как? Вот сейчас оставить или менять? мы хотим поменять. Да, чтобы идеально. Да, было, чтобы идеально. И, Да. соответственно, доска должна быть. Ну, Да, другая, у нас чтобы- объявления все вешаются сюда, это вот все, конечно. А Углубляется вот уже всё. состояние подъезда все такое, да? Вот во всем доме такие? Или лучше хуже? Ну, в основном везде такие. Ну, вот средний. Да, вот да. У меня какая задача? Чтобы вот задать стандарты такие. Вот это неправильно. Мы должны заходить в отбор сразу, комплексно сделать. В четверг, в пятницу приедет министр жилищно-коммунального хозяйства. Организуйте, прям вот повесьте стенды, пусть люди выйдут и сделайте. Здесь комплексно все сделать, идеальный двор. Еще раз говорю, денег не хватит, мы поможем. Просто чтобы у вас, у самого Владимира Ивановича было видение, как это должно быть. И где-то там в конце сентября, дай бог все живы-здоровы будем, я сам приму и приеду, посмотрю. Мне вот Все есть. а так по подъезду, ну, по подъезду мы... конечно, страшные. Страшно. Но, с другой стороны, видно, что люди здесь аккуратные живут. Я видел ужасные подъезды. Идея-то моя какая была. Да, да. Жильцы сами еще Мы стараются. все-таки во многих городах в республике у нас люди сами скидываются. Я просто подумал, что мы можем из республики дать деньги. У нас программа, чтобы вы понимали, она у вас и в этом году, а в целом эта программа получается вот на 5 лет. Мы до 2024 года эту программу сделаем. Каждый год. И идея такая, прокрутить все подъезды, которые старые, и прокрутить все дворы, которые старые. Вот. И, Владимир Ильич, не делайте так. Вот это, если вы делаете, лучше не ставьте, лучше вот копите деньги, да, я понимаю, хочется сразу, и денег не хватало, но сделайте в одном месте, и очередность, чтобы была. А то здесь сделали, ну, смотрите, шикарная площадка стоит, она совсем не вяжется с тем, что вы тут. И гаражи сносите. Все, понял. Ну что, поеду я дальше. Ладно, спасибо большое, спасибо огромное. Радий Фаридович, программа комплексного благоустройства дворов. Я смотрю, вы уже не первый двор смотрите. Как оцениваете старт? Плохо. Плохо. А в чем проблема? Ну, неорганизованно. Будем, неорганизованно. Вот даже жители не понимают, какой у них двор будет. Сюда люди заходят, значит, а и не знают. Значит, нету комплексного подхода. Она называется комплексного благоустройства. Ну, вот так. Будем исправлять? Да.
ЕДДС – Единая дежурная диспетчерская служба, улица Мира, 4. Это следующий объект рабочей поездки по Стерлитамаку временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабирова. Сюда приходят все звонки жителей по разным абсолютно, по какие-то бытовые проблемы, экстренные аварийные ситуации, если что-то происходит в городе. То есть мы принимаем информацию, передаем оперативно в другие службы, привлекаем, созваниваемся. Ну, то есть вот такая оперативная работа. Здесь же у нас стоит система, рабочие места, система 112, также отдельно, район и город. Принимаем карточки, вот диспетчер сидит, отслеживает каждую карточку, прослушивает. Система оповещения у нас есть. При необходимости, если нужно оповестить население, если во время паводка или еще что-то случается, по команде главы администрации мы оповещаем или население, или собираем. Каким образом оповещать? Это автоматически, оперативно. У нас списки забиты. То есть мы Сразу, Телефонный звонок сразу на идет телефон, или на что? телефон да, идет, на сотовые телефоны. Мы наговариваем сообщения, закрепляем автоматически, да, к автоматически. списку и автоматически отправляем. И потом мы прослеживаем, кто получил, кто не получил, дозвон делаем уже вручную. А какой процент вы можете населения оповестить? Ну, население у нас, знаете, в основном через громкоговорители, у нас их 7 стоит, в основном в местах только подтопления. То есть процентов, ну, скажем, если в местах подтопления, это процентов 90. То есть они у нас на реках стоят, за Ашкадарье, где Стерля, 7 громкоговорителей в рабочем состоянии. То есть, Еще 2 передвижных у нас есть. да, передвижные, это у Вы нас... пользовались Да, этим, да. Да, В прошлом каждый году? Да. десятилетие, да. То есть в случае, если там прорвало канализацию, сюда звонят? Да. Да. А еще какие с чем звонят? Вы Любые знаете- звонки, Рафаэльевич. Любые. Вы знаете, звонят Если даже... хулиганы буянят. Ой, Иногда, да. А вы просто уже потом отрабатываете с полицией. Да, да. Здесь вот у нас диспетчерская, транспортная. Это тоже составная часть вашей игрушки? Это сейчас нет. Это сейчас пока у нас, пока она относится, пока к троллейбусному управлению относится, но она будет у нас отдельно. Здесь вот, почему мы ее сделали отдельно, здесь ситуация такая. Здесь выходят у нас на компьютер весь транспорт, который перевозит граждан. Плюс мы сейчас установили на всех легальных перевозчиков систему ГЛОНАСС, и мы здесь видим, где они, как находятся. И после этого, как они сейчас все поставили ГЛОНАСС, мы сейчас как раз у нас идет процесс единого графика. Поэтому сейчас на данный момент идет обкатка вот этой программы. Вот. И как вот эта программа заработает, я думаю, что у нас более-менее нормализуется. Ну, я вот смотрел жалобы граждан, которые идут. Все-таки по Стерлитамаку есть жалобы на то, что ходят нерегулярно, что не хватает, соответственно, маршрутов. Это Сейчас понимание есть? есть, Раиф Ильич, у нас сейчас даже, какая проблема по троллейбусам, у нас не хватает водителей. Какая проблема, почему? Потому что водители здесь у нас обучаются, все получили хорошо, маленько откатались и уезжает Москва, Петербург. Да, мы потому что не можем пока не поднять заработную плату. А сколько у них зарплата? Да, у них зарплата, ну, порядка где-то 25, да, вот так вот. А ваше муниципальное троллейбусное предприятие, оно прибыльное или? В том-то и дело, что оно убыточное. И вы, наверное, Да, датируете? мы датируем его, да. А вас можно немножечко попросить с вами сфотографироваться? Ну, давайте, конечно. Спасибо. Да. Спасибо большое. Все, спасибо. Хорошая практика здесь. Можно применить в других местах. Ну, ЕДДС у нас есть практически во всех муниципалитетах сейчас устанавливается, а практика вот создания некой диспетчерской службы городского транспорта, да, это хорошая история. Как раз то, что нужно, чтобы транспорт был регулярным, чтобы четко контролировать в том числе коммерческих перевозчиков. Ну, это только стадия начинания. Вот если у них получится, мы приедем у них даже этот опыт перенимать и другим муниципалитетам рассказывать. Ну, уже довольно. Ну, вот судя даже потому, что хорошее помещение глава выделил, мне кажется, город в состоянии себе это позволить. Ну, нужно. Конечно. Многоквартирный дом номер 130А по улице Гоголя.
Бывшие заводоуправления, теперь жилые помещения, находятся на балансе города. Это еще один объект рабочей поездки Ради Хабирова по Стерлитамаку. Это здание было, здесь цех был посудомоечных машин. Здесь это здание, это полностью завод, машиностроительный завод. Практически ничего не осталось. Вот весь металл вывезли, железобетон остался. И не вывозят ничего. Ну, сейчас Я уверен, и продолжите есть. Хотите вот эту территорию благоустраивать, да? Да, вот по забору как раз вот эту территорию. А, вот она вот. Да. Она по всей длине, да? Да, она практически вот до той будки идет. И, соответственно, асфальт сделать и въезды хорошие сделать. И парковки я вижу, да? Да. Вот это все получается. Это зона зеленая. Здесь зона зеленая, парковка здесь проезд. А в детской площадке? Это внутри. А это с той стороны здания, да, здесь и парковочки делаем. Здесь 3 программы у нас сразу будет. А с людьми проговорили вот это? Да, Обсудили? да. Согласовали, да? Кто старший подумал? Вот он у нас. С вами обсуждали? Да. Устраивает вас такое? Проект очень хороший, да, собрание собрали, людям объяснили, что ремонт в подъездах, благоустройство дворовой территории, освещение, все это будет. С людьми это все обговорили, все сказали. Нет, ну как сказали, администрация сказали, что 4 подъезда вы будете ремонт делать, а наш 5-й не будете. У вас ремонт был сделан, косметический Не ремонт. надо нам косметический, там укреплять все нужно. А сколько подъездов здесь? Здесь 6 подъездов. 6 подъездов. Да. И получается, здесь люди живут? Да, вот здесь вот это наш подъезд. Да, вот это вот у нас вот проблема здесь. Да, вы знаете, там вообще такие трещины. Мы уже здесь и маяки ставили и так далее, потому что соприкосновение с домом идет. Вот здесь вот же температурный шок. Подъезд здесь начинается и переход сюда сразу. Ну, давайте подъезд. Давайте. Смотрите, здесь была маленькая трещина. Здесь как Откуда раз сейчас температурный ветер шок. дует. Это здание же одно, это здание другое. Вот поэтому. Вот все маячки отлетели. Здесь паутина уже пошла, страшно. А вот паутина, смотрите, расходится. Это гипсокартон, они зашили, то есть этим скрыли Но он все видимые равно дефекты. расходится же. Это вот сейчас Здесь же начало с того года такое усиленное расширение после обрушения, сказать, того. А здесь вот с этим зданием что можно сделать? Здесь день и ночь воруют, страшно детям ходить. Дети в школу ходят, из школы ходят, они боятся, Вы понимаете? абсолютно правы, поэтому я говорю. Здесь закоуловки затащат, Ну, поэтому сейчас вот не и всё. дай Ну, бог. поэтому ты, Раиф Ариф, специально приехал. Надо забирать у собственников. Это уже- здание забирать то. Конечно, надо что-то посмотреть делать. основания. Для начала, вот, что мы можем сделать, это законсервировать, закрыть его, чтобы хоть дети не ходили. Спасибо большое, до свидания. Все, ладно, до свидания. Ради Фаридович, и в таких условиях люди живут. Ну, условия, видите, как все-таки решался вопрос, что человеку что, главное жилье, это все-таки переделанное жилье из офисных помещений производства. Нам надо вот заниматься вот этой ужасной картиной и той. Это как раз пример, как просто хищнически кончали завод и все. Поэтому здесь такая долгая юридических процедур будет. Но людей не оставим? Нет. Мост через реку Белую на выезде из Стерлитамака в сторону Ишимбайского района. Ради Хабиров в рамках рабочей поездки отправился и туда. Этот мост ввели в эксплуатацию в 1980 году. В 2016 году его с баланса акционерного общества БСК передали городу Стерлитамаку. Рафич, 2 обследования было моста. Оба обследования показывают довольно плохой результат. Здесь самое сложное — это сами опоры, всего 11, 3 из них плохие. Вот вторая, на которой мы сейчас находимся, дала серьезную трещину. И они уже не выдерживают нагрузку более 11 тонн. Поэтому сейчас всегда здесь стоит служба весового контроля, мы не запускаем сюда грузовики тяжеловесные. И значит, что необходимо отметить, что мост, по сути, с 1979 года никогда капитально не ремонтировался. Да, но с СОДой мы как договорились, что в этом году до конца мая до 50 миллионов рублей не выделяют на проектирование. До конца этого года мы проектирование планируем завершить. Башкирдорожтранс проект вместе с московскими институтами. И в следующем году, ведомость мы уже дали, да? И в следующем году начнем реконструкцию моста полностью. Это реконструкция будет. Полностью Реконструкция, снимаем да. все плиты, снимаем опоры.
опоры, и где-то до конца 2021 года, по сути, миллиард у нас зарезервированы. Да. Но есть сейчас необходимость, потребность взаимодействия с Министерством обороны. Мы просчитали, вот предварительно расчеты провели. И вот на этом же расстоянии предлагается проложить понтонный мост Минобороны. Мы можем тогда в понедельник обсудить следующее, получается. Есть. На стройчасти мне доложить, Владимир Иванович? Есть. Ральф Ильич, важнейший мост. Да, он локально очень важен для данной территории, для Стерлитамака. Я вот сам, вот моя там родина находится, я сам когда ездил, да, соответственно, мы всегда не заезжали в Стерлитамак, и не нужно, и весь транзит отсюда уходит, поэтому очень важный мост. Он важен и для нас, и для гражданских, как говорится, и для БСК важен, поэтому мы с БСК ведем переговоры. Большая стоимость ремонта. Справимся? Справимся.